В Усть-Майском районе идет реконструкция и модернизация местных котельных. За счет этих работ в Улусе ожидают уменьшения необходимого объема угля в отопительный сезон. Сюжет Юрия Таюрского. Завоз угля в Усть-Майский район начался в конце июня этого года по реке Алдан. В первую очередь топливом были обеспечены котельные Верхнего Алдана, Бельгачи и Усмиль, так как уровень воды в начале лета был большой и позволял доставлять народно-хозяйственные груза до этих отдаленных сел Усть-Майского района. Основной запас угля завозился на угольный склад поселка Льдикан, и оттуда уже машинами топливо завозится в горняцкие поселки золотодобытчиков. Основная база у нас по хранению угля находится в Льдикане, поэтому завоз идет с Льдикана в Солнечный. И у нас есть определенный график завоза, он разбит у нас помесячно. Значит, сентябрь месяц и октябрь месяц мы закрываем сейчас в сентябре, чтобы не попасть в распутицу или еще во что-то. То есть вы уголь в солнечную горную зону завозите по мере потребления угля? По мере потребления угля у нас разработан график. 48 тысяч тонн угля – это потребность 21 котельной теплоэнергосервиса на отопительный сезон 2015-2016 годов. Еще недавно сезонная потребность составляла более 50 тысяч тонн. Сейчас она снижена более чем на 2000. В частности, в Солнечном был перерасход угля из-за старого оборудования, так как стояли старые котлы. В 2014 году теплоэнергосервис установили новый котел КВТС-10. В других поселках района тоже наблюдается экономия топлива. За счет модернизации, потому что мы вводим новое оборудование, потребление уже угля, значит, идет не такой расход большой, поэтому, значит, произошло уменьшение. Ну и плюс от того, что идет отток населения, падает потребитель. За счет реконструкции и оптимизации котельного хозяйства Усть-Майский филиал ОАО «Теплоэнергосервис» не только экономит на завозе топлива, но и обеспечивает безаварийную работу всех своих котельных в суровую якутскую зиму. Юрий Владимир Таюрский, НВК Саха, Усть-Майский Улус.